утренний, солнечный Шаровкин монастырь. Я сегодня здесь, и как обычно мне так захотелось еще и солнце вам показать. И сейчас я иду в храм, и потом я, наверное, вам сделаю небольшой рассказ, что это и как. А пока вот так, небольшой обзор. Продолжая рассказ о Шаровкином монастыре, хочется остановиться на том, что основан он в XVI веке и, в общем-то, существовал до 1766 года, пока не случился большой пожар. И после этого деревянные постройки были все уничтожены огнем, а каменные были обращены в приходские храмы. Ну, конечно же, был период упада, и новый расцвет начался совсем недавно. Он восстанавливается, и я вот уже приезжаю сюда не один раз, и еще несколько лет назад белизной он не сиял, а сейчас на солнце сияет белизной, появилась вот такая небольшая часовенка, и сюда хочется приезжать снова и снова. И я всем, наверное, посоветую, во-первых, есть сайт, где можно посмотреть телефон матушки, обратиться с требами, конечно же, а сейчас идет Великий пост, и матушка с удовольствием все требы берет и выполняет, исполняет, все очень замечательно. Ну и, конечно же, можно что-то пожертвовать сюда. Опять же таки, когда монастырь восстанавливается, то все очень благодатно, каждая копеечка. Еще мне хочется остановиться на иконе. Здесь есть одна редкая, чудотворная икона «Благодатное небо». И при ней, ну, честно скажу, существует, и многие получают исцеление, и она чудесным образом, если вы обратитесь к ней, воздействует на каждого человека, который хочет и просит Бога, во-первых, да, а во-вторых, конечно же, Богородицу. Ну и вот немножечко вокруг еще, чуть-чуть капелечку солнца. Вообще храм, монастырь живет и дышит, и строится, и, в общем-то, очень все восстанавливается замечательно. Вот еще несколько лет назад вот этих домиков не было. Сейчас здесь строится, я так предполагаю, будет церковная лавка. И даже, наверное, здесь можно будет паломникам остановиться. Хотя, вы знаете, паломникам есть где остановиться. Приезжайте. Все благодатно вас встретят, накормят, не обидят. Честное слово. Вот. Ну, а с вами Алевтина. И это Великий пост 2026 года.